С 1 сентября на сыктывкарских маршрутах номер 6, 7 и 20 начнут курсировать низкопольные автобусы. Они адаптированы для проезда маломобильных групп населения, таких как инвалиды-колясочники, пенсионеры или молодые родители с детьми. Добился этого известный в Коме общественник Илья Костин. Будучи сам прикован к инвалидному креслу, он хорошо знает, как важно, чтобы среда была доступной. Порой для этого ему приходится обращаться в суд. Не обошлось без Фемида и в этот раз. Евгения Клаткевич продолжит. Забраться вверх по ступенькам через узкий проход. Порой и вполне здоровому человеку с сумками наперевес сделать это непросто. Еще сложнее штурмовать маршрутку молодым мамам и папам с колясками. И что уж говорить об инвалидах. Многим из них общественный транспорт малодоступен, ведь пока низкопольные автобусы есть далеко не на всех маршрутах. Если говорить о масштабах не только о людях с инвалидностью, это больше половины, конечно, жителей города Сыктывкара. И пожилые люди, и мамы с колясками, и вообще в пазиках неудобно перемещаться. И вот сейчас Мерседес проехал 19-й маршрут, к большому сожалению, на этом маршруте вообще нет других автобусов, кроме как вот этих Мерседесов и пазиков, которые неудобны также и людям высокого роста. Так, особо острая проблема нехватки низкопольных автобусов стоит на рейсах, которые курсируют из центра Сыктывкара в отдаленные районы города. Именно их чаще всего обслуживают частники, и переговоры с ними зачастую малоэффективны. На сегодняшний день у нас 35 всего маршрутов в городе Сыктывкаре. 11 маршрутов обслуживают это СТП, у них больше половины доступного автотранспорта. Остальные маршруты обслуживают частники. И, к большому сожалению, у них как раз очень маленькое количество низкопольных автобусов. Но ситуация, к счастью, потихонечку меняется у нас в городе. Впервые вопрос о доступности общественного транспорта Илья Костин поднял еще в 2014 году. А в 2020-м после многочисленных обращений в адрес мэрии пошел в суд и добился своего. Судья постановил, на 6-м, 7-м и 20-м маршрутах должны появиться низкопольные автобусы, причем еще к началу 2021 года. Однако перевозчик требования суда в указанный срок не выполнил. В этом Илья Костин убедился лично, после чего обратился за разъяснением в мэрию. Там заверили, уже с 1 сентября на этих маршрутах точно появятся низкопольные автобусы. При розыгрыше этих маршрутов в условиях перевозок стояли транспортные средства малого класса. К сожалению, вот отечественная промышленность не производит транспортные средства малого класса, обеспечивающие доступ к маломобильным группам и инвалидам. Поэтому после того, как вступило в силу решение суда, администрация проводилась работа, и на сегодняшний день достигнута договоренность, что с 1 сентября они поставят транспортные средства среднего класса, как раз оборудованы и низким полом, и аппарелью для возможности перевозки маломобильных групп населения. В мэрии поясняют, сейчас администрация совместно с товариществом индивидуальных перевозчиков прорабатывает детали запуска автобусов. Урегулируют они и расписание общественного транспорта. Евгения Клаткевич, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывкар.